Министерство иностранных дел Китая опровергло отчет Австралийского аналитического центра о том, что с 2017 года по всему Восточному Туркестану были разрушены тысячи мечетей, заявив, что на данный момент в регионе существует 24 тысячи мечетей. Австралийский институт стратегической политики опубликовал в пятницу отчет о том, что с 2017 года в Восточном Туркестане было разрушено или серьезно повреждено около 16 тысяч мечетей. В отчете было отмечено, что китайская администрация ликвидировала в регионе 30% святынь, кладбищ и других религиозных объектов. Некоторые мечети были переоборудованы в кафе, бары и общественные туалеты. Оценивая отчет, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что это не более чем клевета и слухи. По данным Reuters, пресс-секретарь сказал, что институт получил денежные средства в обмен на поддержку лжи против Китая. Австралийский институт стратегической политики сообщал, что исследования спутниковых снимков показали, что с 2017 года Коммунистическая партия Китая построила сотни концентрационных лагерей по всему Восточному Туркестану и разрушила тысячи мечетей и кладбищ. Главный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Ката заявил, что с беспокойством наблюдает за нарушениями прав человека в Восточном Туркестане. Действия Китая, подвергающегося критике из-за ассимиляции уйгуров в Восточном Туркестане, осудило и правительство Японии. Комментируя данный вопрос, Ката заявил, что считает важным уважать универсальные ценности, такие как свобода, права человека и верховенство закона. Правительство Японии сообщило, что готовится выразить свою позицию по этому вопросу во время визита министра иностранных дел Китая Вана И, который прибудет в Японию в следующем месяце. Заявив, что уровень счастья среди всех этнических групп в Восточном Туркестане повысился, Си Цзиньпин сообщил, что Пекин продолжит учить жителей региона правильному взгляду на Китай. Китайский лидер заявил, что практика лагерей перевоспитания, которая является неотъемлемой частью стратегии по управлению Синьцзяном в новый период, была полностью верной. Си Цзиньпин сказал, что в долгосрочной перспективе необходимо обучать жителей региона правильной точке зрения. Согласно отчетам Организации Объединенных Наций и международных неправительственных организаций, администрация Пекина содержит в концентрационных лагерях более 3 миллионов уйгуров и других мусульман. Власти Китая ввели ограничения на деятельность генерального консула США в Гонконге и его заместителей в ответ на аналогичные меры Вашингтона против китайских дипломатов, сообщила South China Morning Post. Как сообщает издание, отныне для проведения встреч с местными должностными лицами, представителями политических партий, университетских кругов и общественности, главе американской дипмиссии или замещающим его лицам требуется получать специальное разрешение комиссариата Министерства иностранных дел Китая в Гонконге. Введенные требования распространяются как на официальные, так и неформальные контакты, в том числе на общение в режиме видеоконференций. В начале сентября США ввели ограничения для китайских дипломатов, запретив им без специального разрешения Госдепартамента посещать кампусы университетов и встречаться с представителями местных властей. Пекин подготовил ответные ограничения на работу американских дипломатов на территории материкового Китая и Гонконга. Федеральный судья Карл Николс из окружного суда в Вашингтоне временно приостановил запрет президента Дональда Трампа на скачивание китайского приложения TikTok. Постановление президента должно было вступить в силу 27 сентября. Свое решение судья вынес за 4 часа до начала работы постановления. Адвокаты правительства США утверждали, что компания, владеющая приложением, является медиаорганом Коммунистической партии Китая. Аналогичное решение власти США вынесли и против компании Tencent, владеющей приложением WeChat. Тогда суд также отменил исполнение решения в последний момент. Администрация Трампа заявляет, что компания ByteDance представляет собой угрозу для национальной безопасности.